الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Остается буквально 5 дней до окончания того месяца, который каждый мусульманин ждал с трепетом, с надеждой, и каждый старался в меру своих сил и возможностей с максимальной пользой этот месяц провести, священный месяц Рамадан. Сегодня хотелось бы поговорить об аятах из суры Ад-Дарият. Сура Ад-Дарият. Аллах Субханаху ва Тааля в конце этой суры говорит, напоминая о том, как Он воздвиг и сотворил этот мир, говоря: «Вассамаа банайнаха биайди ва инна ламусиун». И небеса мы возвысили, воздвигли, построили могуществом. «Ва инна ламусиун», и мы его расширяем. И небеса мы воздвигли могуществом, и мы их расширяем. Действительно, сотворение небес – это указывает на безграничное могущество Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ведь сотворение подобного из ничего, из пустоты – это невообразимо. Человек, каждое изобретение человека, да, даже небольшие строения, которые мы воздвигаем, они требуют огромных усилий. И чем больше строение, оно тем сложнее. А что же говорить о самой Вселенной, которая содержит в себе миллиарды количеств звезд, галактик, планет, которые существуют в гармонии. Все небесные тела передвигаются по своим орбитам, и при этом они с друг другом не сталкиваются. Это есть указание на величие Всевышнего Творца, на Его могущество. И Аллах Субханаху ва Тааля нам об этом напоминает. Он тот, который сотворил небеса своей мощью, могуществом, и Он их расширяет. «Валь-арда фарашнаха фани'маль махидун». И землю мы расстелили. Как же прекрасно мы расстилаем, говорит Всевышний Аллах. И землю мы расстелили, то есть сделали эту землю пригодной для вашего существования. И Земля, планета Земля – это единственное пригодное для жизни место, где мы живем, где созданы все условия для существования. Земля не колеблется, гравитация на самом идеальном уровне для существования людей и творений. Земля, из которой произрастают сотни тысяч видов разных фруктов, овощей, плодов, орехов и так далее. Земля, на которой мы воздвигаем свои строения, по которым мы передвигаемся. Все это, как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Фани'маль махидун», как же прекрасно, как мы расстилаем. Это творение Всевышнего, в котором нет недостатков. Так же, как и небеса, в которых нет никаких недостатков. Как в суре Аль-Мульк Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Фарджи'иль басара халь тара мин футур». Взгляни же своим взором на небеса. Разве ты видишь какой-то недостаток? Разве ты видишь какой-то изъян в этих творениях? Нет. И разумный человек, видя все это, несомненно поймет, что Творец всего этого совершенства, Он велик и могущественен. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. И от каждой вещи мы создали по паре. Каждую вещь мы создали парами, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Возможно, быть может, вы вспомните назидание это. Эти аяты, которые раскрывают тайну мироздания. Вот этот третий аят, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, мы создали все парами, был ниспослан 1500 лет назад.
когда было известно, да, что люди есть пары, есть животные парами, но однако здесь, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит, все создано парами, это также затрагивает и растения, также затрагивает и микроскопические организмы. И когда только было раскрыто о том, что растения тоже имеют свой пол, есть, да, мужской пол, есть женский пол даже у растений. Откуда это было известно людям, живущим в пустыне 1500 лет назад? Это, несомненно, указывает на чудо этой книги, потому что она не придуманная людьми, это и есть послание свыше Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И далее Аллах Субхану ва Тааля, упомянув свое могущество, то, как Он сотворил этот мир, то, как Он его создал все условия для существования, говорит людям: «Фафирру иля Аллах». Так бегите же к Аллаху. Бегите к Аллаху. Фафирру. От чего бежит, как правило, человек? И к чему он бежит? Человек убегает от того, что угрожает ему, к тому, что гарантирует ему некую безопасность. Где-то где-то произошел пожар, он убегает от пожара в то место, где нет этого пожара, где есть безопасность. Где-то произошло землетрясение, он убегает из этого места, из опасного места в безопасное место. И всегда, да, человек убегает от того, где есть некая угроза, в то место, где есть безопасность. И здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит: бегите, убегайте к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть бегите к Его религии и следуйте тем путем, который Аллах Субхану ва Тааля вам указал и научил Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь этот путь, он единственный, в котором нет угрозы для вас. А все остальное вокруг, помимо того пути, который определил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, это что это? Это угроза, это опасная территория, это риски. А мы говорим, человек, когда убегает, он убегает от того, что грозит ему, в безопасное место. Так вот же, в этом мире все помимо того пути, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля определил для людей, кроме тарик аль-мустаким, кроме этого прямого пути, все это есть угроза для человека. И поэтому Аллах использует вот это слово «фафирру», «убегите к Аллаху», потому что лишь Аллах Субхану ва Тааля гарантирует вам безопасность. Лишь тот путь, который Аллах определил, он благой для вас. Там вы обретете убежище. А все остальные пути – это и есть пути заблуждения, которые ведут человека лишь к грехам, которые ведут человека к заблуждению, и заблуждение ведет к огню, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Также, что удивительно, человек, да, это было с одной стороны понимание. В этом мире все, что помимо пути Всевышнего Аллаха, это есть угроза, поэтому от нее нужно убегать к религии Аллаха Субхану ва Тааля. Также нужно понимать, что в ахирате, в следующей жизни, есть угроза, это наказание адом, наказание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И для того, чтобы спастись от этого наказания, для того, чтобы убежать от этого наказания, ведь в судный день человек скажет: «Ваякулю инсану яумаидин айна аль-мафар», и скажет в этот день человек: куда же убежать, когда он увидит перед собой это пламя, когда увидит эти разные виды наказаний, мучений, он скажет: куда же убежать? Аллах Субхану ва Тааля здесь, да, что говорит? «Фафирру иля Аллах», бегите к Аллаху. То есть человеку для того, чтобы избежать мучительных страданий в следующей жизни, надо бежать к самому Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Другого пути спасения нету. Другого пути спасения нету. Только выполняя повеление Всевышнего, только сторонясь Его запретов, человек обретет безопасность, человек обретет успех и спокойствие. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тадж'алу ма Аллахи иляхан ахара, инни лакум минху надзирун мубин». И не поклоняйтесь наряду с Аллахом никому, не приобщайте Ему сотоварищей. Ведь я вам надзирун мубин,
разъясняющий увещеватель. Я разъясняю вам знамение Всевышнего. Это обращение к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Не приобщайте к Аллаху сотоварища. Лишь Он все сотворил, лишь Он творец всего сущего, а все, что помимо Него, это творение. И они не способны сотворить ничего. Как в другом аяте Аллах говорит: «Валладина ядауна мин дунихи ла яхлюку зубаба валау иджтамау лах». Если начало аята мог ошибиться, Аллах Субхану ва Тааля говорит: и те, кому они взывают помимо Аллаха, не способны сотворить и мухи, даже если они соберутся на это действие. Из пустоты, из ничего они не способны сотворить и мухи. Аллах Субхану ва Тааля нам до этого упоминает, что Он сотворил небеса, Он сотворил землю, расстелил ее, и Он сотворил все сущее парами. И таким образом Аллах напоминает, что лишь Он, Творец всего сущего, заслуживает поклонения, а все остальное помимо Него есть творение, не заслуживающее обожествления. И поэтому Аллах нам напоминает: «Валя таджалу ма Аллахи илахан ахар». Не приобщайте Аллаху сотоварищей. Не совершайте многобожие, ширк, язычество. Это величайший грех, величайшая несправедливость, которую Аллах Субхану ва Тааля не прощает. «Инна Аллаха ла ягфиру ай юшрака бихи». Аллах не прощает, когда Ему предаются товарищи, говорит. И самое важное человеку в этом мире прожить так, чтобы остаться единобожником. И уйти из этого мира, будучи единобожником, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюхалладина аману аттакуллаха хакка тукатихи, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, сторонитесь Его запретов и совершайте Его повеления, и не умирайте, кроме как будучи верующими мусульманами. Это самое важное. Все остальные грехи Аллах Субхану ва Тааля может их простить. Однако ширк, многобожие, Аллах не прощает. Это самое страшное, если человек уйдет из этого мира, будучи многобожником. Ведь его не ждет ничего благого в следующей жизни. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. И также к ним приходили пророки до них, и они говорили: он колдун или сумасшедший. Тут Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, то, что и до тебя были пророки, и до тебя они приходили к людям, также приводили чудеса, знамения, призывали к Аллаху Субханаху ва Тааля, и в то же время многобожники говорили: это никто иной, как сумасшедший, или же никто иной, как колдун. И далее Аллах говорит очень интересный факт. «Атавасау бих, бальхум каумун тагун». Разве они завещали эти слова друг другу? Нет, они являются людьми, приступающими к границе дозволенного. То есть, заметьте, это всегда на все времена. Когда человек упрямый, когда человек, приступающий к границе дозволенного, в сердце которого запечатано, его призывают к религии, ему объясняют, или даже чудо перед ним явно является, он всегда говорит одни и те же слова. Это колдовство, или говорит: вы сумасшедшие. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, призывал к религии, да, в его время явно был раскол Луны надвое, Луна напополам раскололась, люди увидели это на небесах, однако сказали: что это такое? «Ин хада илля сихрум мустамир». Они сказали: это есть продолжительное колдовство. Они явно чудеса увидели. Или же слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Коран, услышав его, они говорили: ты сумасшедший. До него приходили пророки, их тоже называли сумасшедшими или колдунами. Это все время. И Аллах говорит: разве они заповедовали, то есть неверующие многобожники, разве это научили друг другу вот этим словам? Нет, это качество каждого неверующего, высокомерного человека, когда он видит что-то чудесное, чудо какое-то, явное доказательство, он говорит: это колдовство, это шарлатаны, это мошенничество, это какие-то сектанты и так далее. Всегда говорят одни и те же слова. Ничего не меняется. Это качество присуще всем безбожникам и многобожникам. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фатавалля анхум, фама анта бималум». Отстранись же от них, отвернись же от них, то есть не переживай из-за того, что они говорят, не переживай из-за того, что они отвергают тебя. Ма анта бималум, ты не будешь
и ты не будешь порицаем, и тебя не будут порицать за это. Твоя главная задача – это до людей донести информацию, послание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Если же они тебя отвергнут, ты не будешь за это порицаем и не будешь за это грешен, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И далее у нас приходит аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вадаккир фа инна зикра танфа'уль му'минин». Делай напоминание, ведь воистину напоминание помогает верующим. Делай напоминание, ведь воистину напоминание помогает верующим. Это указание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля пророку и также нам, каждому из нас, чтобы мы друг другу постоянно напоминали, друг другу постоянно делали наставления, видя в друг друге какие-то недостатки, ошибки, старались эти ошибки в друг друге исправить, обучали друг другу. Это и есть путь верующих. Они всегда друг друга поддерживают в благе. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вата'авану а'аляль бирри ваттаква», и помогайте друг другу в богобоязненности и благочестии. Как от сподвижников приводится, что они даже, идя на джамаат намаз, на утренний намаз, двое могли тащить третьего. Да, прям в такой формулировке приходит. Для того, чтобы третий тоже мог стоять на намазе джамаатом. Будили друг друга, беспокоились о друг друге. Сегодня тоже удивительный хадис прочитали, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, да, после зухра намаза мы хадисы читаем каждый день: Аллах смилостивится над тем мужчиной, который встанет ночью на намаз, будет молиться дополнительную ночную молитву и разбудит свою супругу. А если она не захочет вставать, он ее разбудит, даже поплескав на ее лицо воду. И также Аллах смилостивится над женщиной, которая встанет ночью на намаз, будет совершать ночную молитву и разбудит своего супруга, а если он не будет вставать, она даже поплескает, да, воду на его лицо, чтобы он проснулся. Вот оно, качество верующих. Они друг друга постоянно помогают, побуждают в совершение добра. И здесь поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вадаккир фа инна зикра танфа'уль му'минин». Делай напоминание, ведь напоминание помогает верующим. Это тоже важно. Только верующие воспринимают это напоминание. А тот же, в сердце которого запечатано, оно ему никак не поможет. Он его не воспринимает. Даже если мертвецы с ними заговорят, даже если ангелы будут кружить над их головами, они этого не воспримут. Такова их суть, этих людей. И в суре Аль-А'ля Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фадаккир ин нафа'ати зикра саядзаккару ман яхша ва ятаджаннабухаль ашқа». Делай напоминание, если в этом есть польза. И этому напоминанию внемлет тот, кто богобоязненен и страшится своего Господа. И отстранится от этого напоминания тот, кто несчастный, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Тот, который не способен воспринимать эти напоминания, эти наставления, эти полезные высказывания. Он слушает их, но он не способен их воспринимать. Они у него заходят, да, может даже в ухо заходят, но до сердца они не доходят. Он, может, даже их читает, но вот эта прочтенная информация не проходит дальше его глотки. В сердце не проходит. И Аллах говорит: это люди несчастные. Это люди несчастные, которые не способны воспринимать наставления. И последний аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Тут Аллах Субхану ва Тааля сам нам делает напоминание. До этого он сказал: делай же напоминание, ведь воистину напоминание приносит пользу верующим. И тут Аллах делает напоминание сути существования человеку. «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей лишь для того, чтобы они поклонялись мне, говорит Аллах. Вот оно напоминание. Человек, живя в этом мире, преследуя свои собственные цели, стремления, погрязнув в повседневных заботах и переживаниях и трудностях, он забывается. И тут нужно напоминание. Аллах Та'аля делает это напоминание. «Я создал вас, — говорит Аллах, — людей и джиннов лишь для того, чтобы они поклонялись мне. Ма уриду минхум мир ризки, вама уриду айютаймун». Я не желаю от вас, от них пищи, и не желаю, чтобы они кормили меня, говорит Аллах Субхану ва Тааля.
Заметьте, Аллах говорит, я не жду от вас пропитания, я не жду, что вы меня накормите. Большую часть времени человек чем занят? Поиском пропитания, заработком, пищи, имущества, да, сбора этого имущества. И видит, как будто в этом его основная цель. Однако Аллах Субхану ва Тааля делает напоминание. Мне не нужно, говорит, все это. Я от вас этого не жду. А что от нас Аллах ждет? «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей, лишь чтобы они мне поклонялись. Таким образом, вот эти два аята учат человека тому, как он должен свои приоритеты расставлять. В первую очередь это поклонение, это выполнение требований Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, а затем уже зарабатывание на средства для собственного существования, пищу и так далее, чтобы оно помогало ему в поклонении, а не наоборот. Не ставить целью основной заработок, а уже потом, если получится, время останется, поклоняться буду. Да, как многие так и говорят, я пока работаю, пока вот на пенсию выйду, освобожусь, тогда начну намаз читать. Вот это абсолютно, да, заблудшее мировоззрение человека. И вот Аллах говорит тут, вы созданы для поклонения, не для того, чтобы зарабатывать. И ведь я не жду от вас пищу, чтобы вы меня кормили. Нет, вы для меня созданы для поклонения. А я же, говорит, инна Аллаха хуар раззаку зуль кувватиль матин. Ведь воистину Аллах, Он тот, который дает удел. И Он сильный, крепкий, говорит Аллах. И если человек посвятит себя поклонению, будет выполнять требования Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то ризк его Аллах ему сам даст. На этом, иншаллах, завершим. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.